Добрый вечер. На канале НТВ Плюс футбол из Италии, из Рима, где идет очень сильный дождь, почти проливной. Нам показывают трибуны Стадио Олимпико, на котором через несколько минут стартует матч 11-го тура чемпионата серии А, в котором хозяева, футболисты римского Лацио, будут принимать миланский Интер. Главный судья встречи Доменико Мессина вот-вот выведет команды на поле. Газон, в общем-то, в довольно неплохом состоянии, хотя, честно говоря, сказать, насколько он сырой, из студии в Останкино не представляется возможным. Поклонники Интера, естественно, приехали поддержать свою команду, которая в этом нуждается. Для Интера вот последние 2-3 недели выдались очень-очень даже напряженными. Здесь даже дело не в том, что команда сыграла ряд неудачных матчей, как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Дело в том, что отношения между отдельными персоналиями, входящими в руководство Интера, и как игроки, так и, в общем-то, руководители этой команды, вот между ними наметились кое-какие напряженные взаимоотношения. И вот эти вот именно отношения не способствуют улучшению как турнирной ситуации, так и все, что вокруг команды. А что касается Лацио, то римская команда тоже в последнее время не блещет. Проиграла последний матч в серии А со счетом 0-1 на выезде Реджине. И отношения тоже внутри команды довольно напряженные. Прессингуют вовсю президента клуба Клаудио Латито. Здесь в основном ветер дует со стороны Джорджо Кинали, легенды Лацио, который вот-вот должен был подъехать в Рим и дать пресс-конференцию, на которой, правда, он ничего сенсационного не сказал. Однако, в общем, напряжение посеял, и вот от результатов команды в ближайшем будущем как раз зависит как судьба Латито, так и судьба его оппонента Кинали, который наверняка метит в президентское кресло. Хотя, честно говоря, его предыдущее президентское правление было довольно давно. Да и вообще его менеджерские способности оставляют вопросы. Все-таки великие игроки не всегда становятся хорошими управленцами. Команды никак не выйдут на поле. Наверное, можно представить пока составы команд, которые с 99% вероятностью сейчас появятся на газоне Стадио Олимпико. Итак, миланский Интер в воротах Жулио Сезар. В обороне слева Джузеппе Фавали, судя по всему, будет играть под 16 номером. Справа Иван Рамиро Кордоба под 2-м. В центре обороны Синиша Михайлович, номер 11, и Марко Матерацци, 23. В полузащите здесь возможны варианты, поэтому давайте перечислю вам четверку полузащитников. Луиш Фигу, 7 номер, Эстебан Камбьяса, 19, Давид Писаро, 8 и Зе Мария, 13. И пара форвардов: Абафева Мартинс, 30, и Адриану, 10. Вот такой состав Роберто Манчини выставил на первый тайм этой встречи. Что касается его коллеги Делио Росси, то он остановился на таких 11 фамилиях. В воротах Анджело Перуцци под 1 номером, естественно. В обороне слева Лучано Дзаури, 8, справа Массимо Ода, 22. В центре обороны Санчо Скрибари, 25, Себастьяно Севилья, 13. В полузащите в ее центре Фабио Фермани, 4, и Осман Дабо, 6 номер. Слева Сезар, 10, справа Валон Берами, 85. И пара форвардов: Томазо Рокки, 18, Горан Пандев, 19. Бразильца Адриано нам показывают. В этом году у него дела не ладятся. Не сконцентрирован он исключительно на игре. Здесь есть тому объяснение. Во-первых, потому что сейчас 22-летний молодой человек переживает какой-то всплеск эмоций на личном фронте. И поэтому, что не способствует, конечно, хорошей игре бразильца в чемпионате. В этом году на его счету всего 2 мяча в серии А. Эти 2 мяча едва не спасли Интер от поражения. Помните в матч с Ромой? Помните, как Рома выигрывала со счетом 3-0 на Сан-Сиро, и вышел Адриано на замену, забил дважды, мог еще отличиться, однако, тем не менее, нам показывают Фернандо Орси. Не главный, это, естественно, тренер Интера, а
ассистент тренера. Все дело в том, что Роберто Манчини дисквалифицирован на 2 игры за тот инцидент, который произошел как раз после матча Интер-Рома. Сделаем паузу. Изрядно игроки уже намокли. Несмотря на кратковременное присутствие их на газоне Стадио Олимпико в Риме. Ну так вот, Роберто Манчини дисквалифицирован на 2 игры. Несмотря на то, что Интер подал апелляцию накануне матча с Лацио, как раз апелляцию по поводу сокращения дисквалификации Манчини, тем не менее осталась она в силе. И вынужден главный тренер наблюдать за этой игрой из ложи для почетных гостей, а его помощник Корси сейчас будет руководить командой со скамейки запасных, ну и наверняка получать указания от главного по средствам телекоммуникационной связи, которая, в общем-то, ни для кого не секрет. Игра началась. Ну и первое касание сделали футболисты Интера, а вот сейчас в контратаке едва не огрызнулись хозяева в лице Томмазо Рокки. Наверняка в этой игре будут присутствовать в большом количестве дальние удары, поскольку Грозный — это оружие по такому мокрому вязкому газону. Ну, действительно, внешний вид его довольно приличен. Хотя, безусловно, будет сказываться на действиях футболистов. И к концу игры, безусловно, это отнимет у них дополнительные силы, помимо, собственно, самой игры. Луиш Фигу обосновался на левом фланге, все понятно. И так вот тогда, мы, помните, не стали говорить, конкретизировать, кто на какой позиции. Все потому, что планировался на этот матч Сантьяго Солари. Еще за 20 минут до стартового свистка главного арбитра Доменика Мессины во всех интернет-источниках на составе Интера значился Сантьяго Солари. Ну вот, в последний момент что-то там поменялось, и вышел Зе Мари. Таким образом, Зе Мари уже расположился на правом фланге полузащиты, а слева будет действовать Луиш Фигу. Но Луиш Фигу многостаночник и способен закрыть, в общем-то, любую позицию на поле, поэтому будет неудивительно, если он будет появляться и в центре, и на своем родном правом фланге. А пока хозяева заработали штрафной. Массимо до естественного мяча. Вытирает он мяч. Посмотрим, чем закончится эта подача. То, что это будет именно подача, я, честно говоря, не сомневаюсь. Близко довольно стоит игрок Интера. Явно не 9 метров, а передача следует в район вратарский на угол туда. Иван Ромеро Козаба без проблем выбивает. И капитан команды Сезар уже с мячом. Подача Дабо. Там борьба. И довольно легко пока справляются футболисты Интера с этими забросами в собственную штрафную. Прежде всего, это касается капитана команды Интера Ивана Ромеро Кордобы, колумбийца. Вот так вот за шею Томмазо Рокки держали. Ну, на первых минутах Доменика Мессина решил не свистеть в большом количестве. Пока Лацио наседает. Пандев. Здесь сыграно было чуть дальше. Вот так вот неспешно отошли, вытеснили футболисты Интера в центр поля. Валон Берами едва не выиграл мяч, правда, сохраняет он для команды его. Такая рваная игра в первые минуты. Никому не удается больше 3-4 передач сделать в этот промежуток времени. Цезар. И свисток. Лацио довольно уверенно играет на Стадио Олимпико. В 5 матчах у команды 4 победы и лишь 1 ничья. Эта ничья была зафиксирована против Киева со счетом 2-2. И можно сказать, что это скорее успех, нежели не успех для Лацио, потому что на 90 минуте только римляне отыгрались в том матче. И то с 11-метровой отметки. Тогда он забил и принес команде ничью. Ну и, однако, тем не менее, нельзя не отметить успешное выступление римской команды в этом чемпионате на Стадио Олимпико.
А вот в гостях пока не очень получается. Смотрим, чем завершится эта атака. Спокойно здесь выбивает Санчес Крибари мяч за лицевую линию. Ну а здесь Массимо Одда вот таким вот довольно тяжелым приемом, правда, недалеко выбил мяч. И он у хозяев. Цезарь не смог развить атаку. На газоне Горан Пандев оказался, свисток судьи молчит. Мартинс, это может быть опасно. Но вот газон все-таки мешает. Уже в начале игры мешает, и очень серьезным образом командам. Кордоба. И у него передача тоже не получается. Камбьяса поборется с Рокки, так и получается. Мартинс, и до Адриана мяч не доходит. Борьбу навязывает бразилец. Пока, правда, с ним справляются Интер на этой неделе одержал важную победу в Лиге чемпионов над Порто, волевую. Но вот автор этой самой победы Хулио Круз, автор дубля в том матче против Порто, опять находится на скамейке запасных. Никак Роберто Манчини не решится выпустить аргентинца с первых минут, а может быть и зря. Пока Адриан-то не в форме. Мартинс, подача. До Адриана мяч не доходит. Валун Берами разряжает обстановку, правда, ненадолго. Пандев. Нарушение правил. И может быть желтая карточка уже на первых минутах. Нет, Доменико Мессина ограничивается таким устным предупреждением. Стадион Олимпико не заполнен. Естественно, на матчах Лацио он заполняется крайне редко. А, быть может, по полной программе лишь на дерби с Ромой. Билеты уж больно дорогие в Италии. И даже римляне не могут себе позволить, не говоря уже о командах более маленьких из провинциальных городов. Там вообще беда с этим. И посещаемость едва дотягивает до трети. Заполняемость стадиона имеется в виду. Ну вот в Риме где-то примерно наполовину заполнен стадио Олимпико. Иван Ромеро Кордоба все-таки зарабатывает горчичник. Смотрим. Ну это, наверное, по совокупности Доменико Мессина произвел такое наказание посредством желтой карточки. Ну, в общем, может это сказаться. 7-я минута лишь идет, и Кордоба наверняка теперь вынужден будет действовать поаккуратней. Но учитывая вот тяжелые условия и скользкий газон, все-таки там возможно все. Камбьяса, Писарро. Чилийцы спокойно туда дальше, на правый фланг. И не форсирует обстановку гости. Вот Камбьяса в центре поля. Но этот может разогнать. Пас налево. И там уже в штрафной и Адриано, и Мартинс. И мяч не доходит. Пауло Ди Каньо под зонтиком. Сегодня он никак не сможет принять участие. И весь его внешний вид об этом говорит. Джинсы, такая легенькая курточка. Ну, Пауло Ди Каньо теперь появится лишь где-то недель через 5. Травма у него икроножные мышцы. Но вот уже в прошлом матче против Реджина Ди Каньо не играл, не был даже заявки. Так что на эту игру он даже не планировался. Камбьяса навязывает в центре поля прессинг. И мяч у Интера. Хорошая передача. Мартинс штрафной и угловой. Успел таки там вернуться Себастьяно Севилья. Вовремя это произошло. Иначе бы Мартинс мог здесь что-то придумать. Очень сильный дождь. Ноябрь в Италии. И вот, несмотря на то, что в Москве такая сухая, приятная погода стоит, вот в Италии этого они не скажут. Ну что ж делать, приходится играть в таких условиях. Анджело Перуцци не суетится, как и его партнер не суетятся. Мяч у Интера вновь. Зе Мария будет подавать. Ну и Лучано Дзаури здесь без особых проблем накрыл эту передачу. И Лишаут только заработали в гости. Адриано прикрывает мяч корпусом. Троих собрал здесь.
Так, на коротке играет с партнерами. Писаро. Изобретательный игрок очень. Правда, пока не всегда у него получается продемонстрировать свои лучшие качества в Интере. Ну, здесь многое не от него зависит. Все-таки уже говорилось в начале сезона, когда все были здоровы и требовалось отобрать четверку, ну максимум пятерку игроков в среднюю линию. Не всегда Писаро находилось в ней место. А есть еще, как уже говорил, Солари, есть Пьер Ване. Так что, конечно, есть, конечно, Рикоба, но это прежде всего говорит уже о том, что Рикоба универсален и может играть не только в атаке, но и в полузащите. Ну и таким вот образом Писаро пока не удается, как у Удинезе, проявить себя в лучшем виде. Было бы интересно посмотреть вот на их связочку с Вероном. Мне почему-то кажется, что это довольно перспективная связка, хотя игроки похожи друг на друга. Во многом похожи, и тем не менее Писаро, в отличие от Верона, вполне может отработать еще и в обороне, и здесь вполне можно обойтись в данной ситуации без Камбьяса, то есть вот ставя Верона и Писаро одновременно в состав, вполне можно дополнительную единицу изобретательную поставить. Ну, это дела Роберто Манчини, наверное, в тренерскую кухню лучше не залезать. Посмотрим, как разовьется вот эта контратака Лацо. Заури не точно играет крайне. Здесь даже Михайловичу особо мудрить не пришлось. Просто взял и оказался там, куда мяч прилетел. Вот так вот с довольно большим трудом в ответ Луиш Фигу заковырялся с мячом. Все-таки газон уже к 11-й минуте начинает сказываться на действиях игроков. Что же будет вот где-то приблизительно в это время, но уже во втором тайме, в 10-й минуте второго тайма. Ведь дождь и не думает прекращаться, он только усиливается. Равная игра пока. Интер, конечно, индивидуально более мастеровит. Игроки там посильнее собраны. Но вот в качестве командной начинки думается, что Делио Росси поработал над Лацо довольно серьезным образом. И уж в домашних матчах команда смотрится весьма и весьма вкусно. Матч с Палермо, к примеру, когда вытащили Лацали с 0-2 встречу на 4-2. Матч с Фиорентиной, когда команда ни разу не ошиблась грубым образом, имеется в виду, в обороне и не пропустила. Но вот эти матчи, конечно, показали, что у Лацо есть потенциал для того, чтобы зацепиться хотя бы за место в Кубке УЕФА. Интер контролирует мяч на подступах штрафной. Угловой будет. Луишу Фигу пока не очень получается слева. Стережет его там Массимо Отда. И иногда ему на помощь приходит Себастьяно Севилья по ситуации. В общем, вот так вот вдвоем португальцы пока локализуют. Ну а здесь держит Адриано. Правда, не только его, и Матерацци туда пришел. В общем, все, кто может сыграть головой. Подача. Удар, и едва мяч не залетает в ворота после вот этого рикошета. Камбьяса вообще любит так вот включаться к атакам. И частенько становится тем последним элементом, который касается мяча. Смотрим еще раз. Совершенно он был один, но вот не подставился так, как нужно. Не хватает все-таки аргентинцу навыков вот в этом элементе. Есть над чем работать. Хотя вот чутье, конечно, безусловно присутствует у игрока сборной Аргентины. Давид Писаро нарушает правила в центре поля. Но вот первый опасный момент был у гостей. Сегодня уже состоялся один матч. Эмполи победил на своем поле крупно Реджину со счетом 3-0. Ригано, Таванна и Вануки отличились. И Эмполи впорхнул сразу на несколько строчек, обосновался уже на 6-й позиции. Правда, это без учета, естественно, матчей, которые завтра состоятся. Пока Мартинс пытался нанести удар. Собственно говоря, что он и сделал, но вот таким образом все-таки сумели сохранить гости мяч. Адриано входит в штрафной. Удар! Едва мяч не залетает опять в ворота. Хитро так наносил бразилец этот удар с угла вратарской, штрафной, простите. По такой замысловатой траектории Перуцци так
на полушаге остановился, потому что прекрасно понимал, что чуть-чуть ниже возьми Адриано эту траекторию и залетел бы мяч в ворота, безусловно. Не выручил бы Перуцци здесь никак свою команду. Ну вот может, конечно, может Адриано, кто бы сомневался, индивидуальное мастерство на высочайшем уровне у бразильца. А вот состояние психологическое, конечно, оставляет желать лучшего, и это сказывается. Но Манчини считает, что вот именно через игры можно набрать те необходимые кондиции, которые сейчас не достают ему. Фигу запутался с мячом и запутался в газоне. Ну вот последние 5 минут с преимуществом гостей встреча проходит. Контроль мяча, конечно, безусловно, за ними. Ну и опасности стали уже возникать. Хотя не сказал бы, что оборона Лацио трудится в поте лица. Мокрая, безусловно, но это от дождя. Сезар по флангу, и мяч едва не дошел до Томмазо Рокки. Иван Ромеро Кордоба, стараясь действовать аккуратно, памятуя о желтой карточке. Пандев ставит корпус. Блистательная передача. Рокки надо корпус было ставить и решать этот эпизод в пользу Лацио. Рукой было сыграно. Делио Росси это увидел, но увидел и арбитр, поэтому можно было ему не сигнализировать. Ну, хорошо, конечно, сыграл в обороне Фавалли. Газон, конечно, помог ему подкатиться и сделать это как можно быстрее. Был шанс у Лацио выйти вперед. Так вот ответили хозяева и показали, что Интеру надо держать ухо востро. Пригрев своих ворот. Массимо Модо сместился с своего родного фланга налево, подавать штрафной. Ну и там Горан Пандев открывался на эту передачу. Чуточку, если бы на сантиметры поближе был бы к мячу, и тогда бы уже Жюлию Сезару не пришлось бы так просто. А там, кстати, между прочим, можно и карточку было заработать, показать ее Пандеву. Головой-то, конечно, он не коснулся бы ни при каких обстоятельствах, а вот рукой мог забросить ворота. Пожалел его судья. Мяч Жозе Марии. Широко старается играть Интер. Растянуть оборону Лацио, может быть, и правильно. А здесь Массимо Доменико Мессина посчитал, что никакого нарушения против Писара не совершили хозяева. Томмазо Рокки. Под него открывался там партнер, а он делает по-другому. На левый фланг, на Сезара, на своего капитана отправлял мяч. Довольно нетривиальное решение. Стеночка не прошла в ответ у Интера. Был, конечно, контакт. Давид Писара мог рассчитывать на назначение штрафного в этом эпизоде. Адриано. А вот здесь свистит Мессина. Непоследователен он в своих решениях. Где-то показывает карточку, где-то не показывает, где-то назначает штрафной, где-то не назначает. В общем, довольно опасно сейчас все это может закончиться каким-то бунтом игроков. Есть в составах и той, и другой команды люди, которые склонны к бунтарству. Не хотелось бы, чтобы, конечно, встреча вышла из-под контроля Мессины. Но вот пока не очень последовательно ведет себя судья. А тем временем гости готовятся исполнить штрафной. Есть здесь Адриано. Помним мяч, забитый Роме его. Ну и многие другие. Наверное, будет бить все-таки Адриано. А может быть Фигу. Ну, посмотрим. Есть еще Давид Писар, кстати, который тоже может нанести опасный удар. Адриано все-таки бьет, и мяч в сантиметрах над перекладиной пролетел. Так вот, разбег был немножечко в другую сторону, с левой ноги исполнил бразилец. Ну, Перуцци, надо дать ему должное, контролировал ситуацию. И, наверное, лети мяч в створ, все-таки справился с этим ударом. Отдо на правом фланге. Пандев. Не нужно уже лишний раз упоминать, что македонец очень часто играет в середине поля. Может быть, становясь там лишним полузащитником, создавая там напряжение для игроков соперников. Ну, в данном случае Интера.
Очередной штрафной, и вновь Ода, автор этой передачи, на этот раз регбийной. Что касается Пандева, то македонец, как уже говорил, часто смещаясь в центр поля, нет-нет, да, и блеснет передачей под стать а-ля там Тоти, Дель Пьеро. Ну и других технарей можно сюда тоже причислить. Хотя Пандев, конечно, прежде всего нападающий и забил уже в этом сезоне 3 мяча. Но, помимо всего прочего, сделал еще несколько голевых передач. Так что очень полезно действует македонец. Пока у нас Мартинс получает на грани офсайда мяч. С превеликим, даже я бы сказал, трудом справляется здесь, по-моему, это был Санчес Крибари. Или нет, это Себастьян Севилья был. Лишил мяча нигерийца. Опасный прорыв намечался. Побольнее колет Интер. Первые 20 минут уже сыграны. Но Лацио привычную игру от своих ворот ведет на контратаках вторым номером. На стадии Олимпико в этом сезоне часто можно было заметить за Лацио, наблюдать такую игру. Вот таким вот образом Жулио Сезар по волейбольному переправляет мяч на угловой. Смотрите, такой широченная комбинация. Перевод сначала направо, там Берами. Очень тяжелый мяч оставляет в поле, а здесь уже Санчес. Но Лацио осадил штрафную. Сезар вовремя поставился под мяч. Тут из футболистов Интера, и мяч уже у Адриано. Но он один здесь. Нужна поддержка. Фигу слева открывается. Бразилец тянет, дожидаясь остальных. Давид Писарро, Зе Мария и штрафной Мартинс. Но передача до него, естественно, не доходит. Вернулись футболисты римской команды назад. Своевременно вернулись и прервали эту передачу. Правда, вторым заходом Интер атакует уже. И здесь не проходит ничего. Много очень поперечных передач и довольно много ошибок. И с той, и с другой стороны. Писарро. Пока практически все атаки идут через чилийца. Вот подождали здесь, пока Добов встал. Гости благородно поступили, не стали выбивать мяч в аут, а просто взяли и подержали его на своей половине поля. Ну, можно и так. Адриано цепляется за мяч, в штрафную его не слишком охотно пускают, Тода против него, ему на помощь уже спешит Крибари. Ну и так совместными усилиями римские футболисты переходят в контратаку. Пандев, против него Михайлович. Михайлович тоже очень удачно против Порта вышел на замену. Ну и поучаствовал в ответном голе. Кстати, заметьте, форма Перуцци довольно чистая. 23-я минута игры говорит о том, что при всем вот этом территориальном преимуществе и были даже уже опасные моменты у ворот Лацио, все-таки футболисты Интера не слишком, да можно сказать, вообще не потревожили Перуцци. Не получается контратака. Сорвали ее в зародыши. Фавали. Продольная передача. Еще дальше туда передачу забрасывает Давид Писарро на Зе Марию. И мяч уже в штрафной у Адриано. Тот может развернуться и нанести удар. Поступает иначе. Ну и здорово сыграно в обороне. Писарро и тут, и там. Вот теперь с фланга уже Адриано. Не свистит Мессина. По его мнению, сам бразилец упал. И, наверное, справедливо. На этот раз справедливо отсутствует свисток. Смотрим на повторе. Ну да, сам подставился. Конечно, контакт был. Куда уж без него. Ну а Заури хотел, чтобы Адриано карточку показали за симуляцию.
Мессина, наверное, правильно поступил в этом эпизоде. Симуляции не было. Контакт-то был, все-таки присутствовал, был налицо. Тем не менее, нарушений правил не было. Вот так и надо, наверное, свистеть, вернее, судить. Сейчас вот мода такая, и не только в Италии, что любое падение в штрафной, если, по мнению арбитра, там не было нарушения правил, то практически в 90% случаев достается желтая карточка за симуляцию. А иногда ведь бывает, и в половине из этих случаев бывает, что игрок не по своей воле падает, и никакого пенальти не выпрашивает, тем не менее нарывается на горчичник. Ну да ладно. В атаке Лацо, вне игры, у Томмазо Рокки. Синхронно сработала четверка миланской команды. Но в прошлом году эти две команды разделили очки, но на двоих набрали всего 4 и забили по 2 мяча. В первом матче, в первом круге на Сан-Сиро 1-1 Адриано и Таламонти, а вот здесь вот на стадию Олимпико во втором круге тоже была зафиксирована ничья 1-1. Антонио Филиппини и Круз, который сейчас на скамейке запасных и наверняка появится во втором тайме. Аргентинец. Ну и пока ничья в сегодняшнем матче, правда 0-0. А вообще команды довольно результативно играют. Смотрим, чем завершится атака. Так не очень уверенно действовали в обороне футболисты Интера. Еще одна передача. Опасно! И мяч залетает в ворота, но засчитан не будет. Ну и нам показывают Клаудио Латито. И, наверное, супругу президента. Но вот она возмущена этим свистком Мессины. Смотрим, что здесь было. Ну, честно говоря, я лично криминала никакого не увидел. Но судье виднее, поэтому оставим ему на усмотрение, на его усмотрение эту ситуацию. 26-я минута, 11-й тур. Лацио Интер 0-0 пока. Ну и не сказать, что игра красивая. По такой поляне каких-то витиеватых вещей от футболистов ожидать было бы сложно. Однако такая довольно напряженная и довольно интересная проходящая встреча с ошибками с обеих сторон. Камбьяссо, Мартинс. Идет один нигериец, а слева его поддерживает Адриано, получает мяч, а слева Фигу. Бразилец бьет. Ну, довольно вкусно смотрелось все это изначально. Но не попал Адриано по воротам. Так хитро закручивал мяч в дальний угол от себя. Вот, кстати, почему еще Круса ожидают во втором тайме так серьезно? Потому что на этой неделе аргентинец заявил, что хочет и дальше играть в составе Интера. Контракт у него заканчивается в 2006 году. И готов уже аргентинец сейчас рассмотреть. В общем, выдвинул он предложение руководству, которое пока обдумывает. Я думаю, что с таким нападающим все-таки стоило продлить контракт. Сейчас ключевая фигура в атаке Интера. Пока Адриано там восстанавливается психологически, пока у Мартинса не идут мячи в ворота. В общем, Мартинс игрок скорее больше действующий в подыгрыш, скорее форвард такого второго плана. Есть еще Рикоба, но все-таки забивает пока в этом чемпионате в основном Круз. И не случайно он пока лучший в своей команде, лучший бомбардир, 5 мячей на его счету. Кстати, к слову, в составе Лацио больше всех забил Томмазо Рокки, и тоже 5. И вот он сейчас оказывается на газоне. Орси, наверняка получает указания от Манчини сверху, которому виднее, и уже здесь аккумулирует эти идеи главного тренера своих, доносит их до своих игроков.
Но вот даже в этой встрече Интер не производит впечатление команды, которая способна вот включиться в борьбу за Скудетто. Да, сильные игроки, да, интересный тренер. Да, временами получается игра, но тем не менее вот эта вот лоскутная игра, когда 10 минут команда играет, потом 20 отдыхает, в общем, в борьбе за Скудетто помочь никак не может. Все-таки Милан и Ювентус равнее выглядят именно в игровом плане. Пока у нас Адриано наносит удар распределенный штрафной, впервые дали вот так вот свободно пробить бразильцу игроки Лацио в этой встрече. Передачу делал Джузеппе Фавалли. Ну как свободно? С двух сторон его держали, все равно. Давайте смотреть. Вот эпизод, когда не был засчитан гол Лацио. Ну, оставить при своем мнении, никакого криминала здесь в действиях Сезара не было. На мой взгляд, несправедливо был отменен гол римской команды. Ну да ладно, полчаса на исходе 0-0. Наверняка голы еще будут. По крайней мере, мы надеемся на них. Ну, здесь будет карточка. Против Пандева грубейшим образом сыграл Синиша Михайлович. Куда уж без вот этих вот югославских штучек, без этих вот грубостей. Такой на грани, что называется. На грани конфликта с игроком из противоположного лагеря. Ну, просто взял и срубил косой. Можно даже удалить было за это. Если бы, допустим, сзади прыгал вот таким вот приемом Михайлович, думаю, что Мессина удалил бы. Несмотря на то, что полчаса всего сыграно. Поаккуратнее надо играть Синише. Получил он место в стартовом составе и, естественно, доверяет ему Манчини. Конечно, может быть, даже чрезмерно доверяет. Все-таки этот футболист более полезен у чужих ворот, а конкретно, когда пробиваются вот штрафные. И, честно говоря, пока непонятно, вот почему Адриано тогда бил, когда есть Михайлович. Понятно, что бразилец может тоже здорово исполнить штрафной, однако Михайлович все-таки король в этом компоненте. Ну а пока штрафной бьют хозяева. Массимо Отда. У него авторитет беспрекословный, и, естественно, здесь никто не оспаривает у Отда право на вот эти вот штрафные. Правда, вот в этом матче не идут они у защитника Лацио. Так вот рискованно отбрасывал кто-то из защитников Лацио Перуцци мяч. Хозяева в атаке. Кермани налево на Сезара. И опасный гол! Или нет, не гол. Мне показалось, что мяч в ворота залетел. Очень динамично развивалась атака. Шикарный перевод справа налево, потом подача в штрафную. Смотрите еще раз. Сезар прекрасную передачу сделал и с лета бил, по-моему, Томмазо Рокки. Не попал по воротам. Если бы попал, был красавец. Состоялся бы. Жалко. И потому что, а это, кстати, бил не Томмазо Рокки, это Валон Берами сместился с правого фланга, швейцарец. Очень интересный игрок. Тоже по ходу этого сезона Делио Росси все больше и больше доверяет ему. И все меньше доверяет Манфредини. Ну, есть просто два игрока, равнодостойных закрыть эту позицию. Поэтому, конечно, Манфредини грех жаловаться. Тем более в Берами игра идет сейчас. И, наверное, правильно, что Делио Росси использует именно этого футболиста. За ним будущее. Ну, не только за ним. В принципе, Лацио сейчас старается обновиться. Пусть не все получается у команды, однако, как уже говорилось, в отдельных эпизодах, вот как вот, например, в последнем, да, вот когда бил как раз Валон Берами из предела штрафной, команда действительно представляет грозную силу. Способна обыграть кого угодно. Я не удивлюсь, если серьезные проблемы здесь на стадии Олимпико будут испытывать и Милан, и Ювентус. Что у нас? Замена. Синиша Михайлович не сможет продолжить встречу. Судя по всему, именно так. Но вот скользкий газон все-таки сказался. Потянул он здесь бедро.
Возраст, что же вы хотите, в 35 лет выступать на таком уровне, как серия А, и выступать хорошо, дорогого стоит. Ну и даже не дождется, наверное, Вальтера Самуэля, пока тот разомнется и покинет поле серб. Так что не увидим мы в его исполнении в сегодняшнем матче знаменитых штрафных. Да, действительно, за бедро держится Михайлович. И контакта по стопу никакого не было между ним и футболистом Лацио. Значит, скользкий газон всему виной. Дабо пока в десятером играет Интер. И Лацио может этим воспользоваться. Хотя, конечно, футбол не хоккей, здесь разыграть лишнего очень сложно. Бывает иногда все наоборот. Крус, Рикоба с отрешенными лицами сидят на скамейке запасных Интера, ждут своего часа. Ну и наблюдать за тем пока, что у Интера ничего пока не получается впереди. За редким исключением атаки рвутся на подступах штрафной. Ну а если удается все-таки заставить мяч оказаться в этой самой штрафной, там за дело берутся защитники. Мертвой хваткой, которые вцепляются и в Адриана, и в Мартинса. Мартинс, по крайней мере, вот в эти первые 35 минут запомнился только пара касаний. Ну и небольшим вот этим дриблингом в начале встречи. Матерацци, по-моему, на газоне. Ну а Михайлович покидает не только скамейку запасных, но и стадион. Да, очень разочарован серб. В его-то возрасте любую травму получить, тем более подобную, связанную с мышцей. Каждая такая травма может поставить крест на карьере. Дабо. 0-0 у нас. 36-я минута идет. Матч 11-го тура. Лацио Интер. Ну и вот Крус стал. А, нет, это Хавьер Санетти, прошу прощения. Альтернатива есть, конечно, у Роберто Манчини. Кого выпустить? В запасе есть Вальтер Самуэль, Кристиано Дзанетти, Пьер Воме, Хавьер Санетти, Хулио Крус, Альваро Рикоба. Ну а готовится Вальтер Самуэль, он уже размялся. Ну и вот за эти 2-3 минуты, пока Интер играл в десятером, римляне что-то не очень напрягали оборону. Могли посерьезнее, конечно, в этот момент навалиться на чужие ворота и что-то попытаться создать. Тоже, наверное, благородно. Вот так вот отвечает друг другу этим джентльменским качеством футболисты и трое другой команды. И пока надо сказать, что встреча хоть и жестко проходит, но не грубо и не жестоко. Берами. Дабо на газоне Камбьяса. Продолжает футболисты Лацио атаковать. Ну и я продолжаю думать, что они просто не видят, что Камбьяса на газоне. Что, еще одна травма? Жестко пошел Дабо в стык с Камбьяса. Заехал ему по ноге. Ну и аргентинец продолжает лежать на газоне. В общем, точно не думаю я, что он покинет так же, как и Михайлович, поле. Все-таки это уже сейчас это ясно, что менее серьезная травма. На Орси подзывает Зе Мари, какие-то тактические установки дает ему. Может быть, как перестроиться с выходом Вальтера Самуэля. Ну, просто потому что Зе Мари ближе к Орси находится и просто ближе ему быстрее подсказать что-то. Камбьяса сам покинул поле, значит, более-менее все нормально. Ну а Зе Мари, не знаю, понял он Орси, хотя давно, конечно, Зе Мари играет в Бразилии, бразилец играет в Италии, и, наверное, язык уже в совершенстве освоил, хотя такое непонимающее лицо сделал, что, мол, от меня хотят. Эффектно и точно Цезарь играет.
Заури. Мяч штрафной Пандева. Показывает Мессина, что надо подниматься. Продолжают играть в атаке довольно неплохо футболисты хозяев. Жюлио Сезар выпускает ему мяч из рук. И вполне мог Малон Берами там поставить знаки вопроса перед бразильским вратарем. Но, кстати, между прочим, нанес Томазо Рокки этот дальний удар, который не очень у него получился. И вот я задумался, что к исходу 40-й минуты встречи, в общем, первый тайм практически уже на исходе, очень редко команды наносили эти самые дальние удары. Зная то, что погода вроде бы способствовала им. Ну, а мы видим баннеры, которые адресованы, конечно, президенту Лацио Клаудио Латито. Уже говорилось, непростые у него взаимоотношения с отдельными фанатскими группировками Лацио. Некоторые поддерживают президента, а некоторые считают, что мало он, в общем-то, денег выделяет на команду. Вот нам его показывают. Считают, что Лацио, конечно, достоин большего, чем борьба просто за Кубок УЕФА. Но в прошлом году, кстати, команда боролась за выживание, к слову. Ну, давайте смотреть на вещи так вот реально. Лацио вообще был на грани развала. Потом Латито, у него 3-летний срок, пришел он позапрошлым летом. Сейчас второй год пошел. В общем, рано какие-то выводы делать глобальные. Может быть, команда действительно подрастет. Уже в этом сезоне видны какие-то проблески былого величия в отдельных матчах, в отдельных фрагментах матчей. Наверное, зря так нападают на Латито. Все-таки надо дать ему возможность поработать. Не надо делать резких движений. Писаро с мячом. Длинный туда заброс в район штрафной Жозе Мария. Тот сохраняет мяч в поле. Ну, правда, для игроков Лацио. Не торопится переходить хозяева в контратаку. Теперь ее уж точно не получится. Рокки на Крибари. Тут направо. Берами еще дальше. И Отда подает. Спину ставит Заури. Можно продолжать играть. Сезар. Такое напряжение возникло в обороне. Но этот удар Рокки Малона Берами, простите, не очень подготовленным был. Но все чаще и чаще швейцарец вот смещает своего правого фланга, оставляя бровку для Массимо Отда. Выглядит самым опасным внутри штрафной площади Интера. Борьба в воздухе. Адриано очень глубоко отошел. Вот Писаро как-то потерялся в последние десяток другой минут. Начинал чилиец, как уже говорилось, довольно уверенно. И все атаки Интера шли через Писаро. Вот сейчас так потускнела немножко игра этого игрока. Ну и теперь уже в ответ лежит на газоне 4-й номер Лацио Фабио Фермани. Это после столкновения, по-моему, с Адриано. Фермани оказался на газоне. Нет, с Камбьясом. Не очень удачно выпрыгнул и получил еще по ноге к тому же. Две желтые карточки у нас пока в матче. Обе у игроков Интера. Марко Матерацци, Синиша Михайлович, который пока в раздевалке, на скамейке запасных я его не видел. Напомню, Михайлович получил травму. Потянул он мышцу бедра, заднюю поверхность бедра, и отправился на отдых. Досрочно вместо него вышел Вальтер Самуэль. Орси недоволен. Ну, прежде всего, недоволен тем, что приходится наверняка раз за разом связываться с Роберто Манчини, который присутствует на этом стадионе, но только сверху. Кордоба. Не торопится капитан развивать атаку своей команды. Ну а здесь врачи колдуют над Фабио Фермани. Будем надеяться, что вернется полузащитник в строй. Писаро не стал бить, хотя можно было попробовать. Камбьясо такой черпачок в штрафную. Ну и отрабатывает здесь здорово Рокки.
Берами. Заковырялся с мячом молодой швейцарец, а зря. Может быть опасно, входит в штрафную. Кто ж там был? По-моему... Но это не Луиш Фигу был. Смотрим еще раз. Или Луиш Фигу? Да, Фигу продрался. Такое напряжение. Серьезное довольно. Удар через себя, и Адриано едва голову не подставил. Сложно ему было построиться под удар Матерацци. Но нам показывают вот еще раз этот слалом Фигу. Напомнил о себе португалец под занавес первого тайма. Но вот мы видим еще раз, что тут удар Матерацци в падении через себя. Но Адриано было очень сложно завладеть. Так вот, пятиминутки. То одна команда, то другая активизируется и фантазирует у чужих ворот. Правда, как уже говорилось, по такому тяжелому полю изобретательную игру продемонстрировать крайне сложно. Но вот, может быть, как раз напором вместо изящества попробовать удивить соперников. И тем и другим это относится прежде. 5 минут добавляет. Это очень много. К первому тайму резервный судья показывает нам табло. Осман Дабов в центре поля. Но это вот многочисленные остановки, травмы Михайловича. В общем, все справедливо, хотя все равно много. Обычно такое количество времени добавляется вообще к встрече, ко второму тайму. А здесь сразу к первому. Вынудил нарушить правила Заури, подключившись в очередной раз к атаке по своему левому флангу Ивана Рамиро Кордобу, которому надо аккуратнее действовать. У него уже желтая карточка присутствует. Хотя вот я думаю, что ошибся судья. Он нам показывал, и, кстати, в титрах это было, что Кордоба получил карточку, а вот сайт La Gazzetta dello Sport указывает, что это был Матерацци. Ну да ладно, разберемся. Подача Лацо штрафного. Матерацци выбивает мяч из нее. Мартинсу не удается зацепиться. Вот да там помешал ему это сделать. Теперь уже с правого фланга атакует римская команда. Ну вот, наверное, теперь 5-минутка Лацо наступает в компенсированное время. Уже говорилось, рваный очень темп. Касается и Лацо, и Интера. Не могут похвастать стабильностью в первом тайме. Ни та, ни другая команда. Но она продолжает демонстрировать президента Лацо. Фавалли. Фигу. Перед ним Отда. И не старается идти в контакт с португальцем, прекрасно понимая, что в технике он вряд ли может конкурировать с седьмым номером Интера. Не проходит передача до Рокки. Ну и так вот катится к нулевой ничьей первый тайм. Довольно справедливый ничьи, хотя вполне могла она быть и результативной. Были моменты и у Интера, и у Лацо. В начале встречи активнее смотрелись гости. Ну и мы видим, что не может продолжить встречу Фабио Фермани. Вот такие две вынужденные замены провели тренеры обеих команд. И вместо него появится Роберто Баронио. Замена позиционная. Фермани действовал в середине, в центре полузащиты. Роберто Баронио теперь тоже будет там же. Сложная игра. Хавьер Санетти. Сейчас, конечно, он вряд ли окажется на газоне, на поле. А вот во втором тайме его появление, конечно, стоит ожидать. Тем более окончательно становился аргентинец после
травм, безусловно, наверняка усилит игру команды. Универсален. Может и с одного фланга, и с другого играть. Но это все будет во втором тайме, если, конечно, выйдет Санетти. Хотя не уверен я, что Манчини, учитывая вот недавние болячки, недавние травмы, Санетти рискнет выпустить его на этот вот тяжелый газон, рискуя усугубить ситуацию. Адриано уже на своей половине поля. Слабо работает полузащита пока у Интера. Ложится очень многое на Эстебана Камбьяса. Писару, как уже говорилось, последние 20 минут подсел. Фигу. Неплохой заброс, но в никуда. Не похоже это на португальца. Адриано все больше в полузащите. И все больше Мартинс в одиночестве маячит в штрафной площадке. О чем это говорит? О том, что, как уже говорилось, до Адриана мячи доходят крайне редко. И приходится бразильцу самому их искать. Подбирать, тратить силы. Не способствует это, конечно, продуктивности у чужих ворот. Последняя минута компенсированного времени первого тайма. Ну и команда, словно чувствует это, не форсирует события. Кордоба. Писаро. Вот он где. Ну, видите, да, очень просто играет на Камбьяса. В общем, мало изобретательный в последние минуты чилиец. Ну а затем первый тайм окончен. Нет еще, мне казалось, что свисток Мессина последовал. Ну, тогда продолжим. Писаро на Камбьяса. Ну, держит мяч. Пунктуальный какой Мессина. Вот надо ему обязательно 5 минут и даже сверху поиграть. Вот что он и сделал. Свистнул ровно тогда, когда ему захотелось это сделать. 0-0 у нас в первом тайме. Не сумели команды отличиться. Таким образом, в матче 11-го тура между Лацио и Интером ничья 0-0. Уважаемые телезрители, у нас заканчивается перерыв матча Лацио-Интер. Футболисты не торопятся выйти и окунуться под римский дождик, который стал чуточку поменьше. Ну а мы с вами через какие-то минуты, наверное, окунемся во второй тайм встречи, которая пока не балует забитыми мячами. Собственно говоря, в первом тайме был забит всего лишь один гол, и тот был отменен. Сподобились на вот эту результативную атаку футболисты Лацио. Но Доменико Мессина, главный арбитр этой встречи, посчитал, что гол был забит не по правилам. И, честно говоря, вот в перерыве крутили этот эпизод. Не сильно, но крутили. И вот, опять же, не удалось разглядеть какого-либо криминала. Ну, возможно, в обзоре более полно осветят нам этот момент, и тогда уже многое станет ясно, многое прояснится. Поле, как уже говорилось, под дождем оказалось довольно тяжелым,
что, естественно, футболисты уже... Не все футболисты, кто вышел на первый тайм, смогли его закончить. По одному из каждой команды. Вот Синиша Михайлович в составе Интера и Фабио Фермани в составе Лацио. Не доиграли первый тайм ввиду травм. У Михайловича растяжение задней поверхности бедра. А вот у игрока Лацио Фабио Фермани, судя по тому, что пишут различные интернет-источники, у него проблемы с голеностопом. Но, опять же, вряд ли за вот эти 15-20 минут, что длился перерыв, могли полно очень осмотреть врачи команды и Михайловича, и Фермани. И, ну, вот предварительный диагноз таков. И это, судя по всему, что Михайлович выбывает где-то месяца на 2, а Фермани вот по прогнозам пропустит от 1,5 до 2. Ну, в общем, будем ждать новостей. А вот у нас еще одна замена. Анджело Перуцци не сможет продолжить встречу. Марко Балотто в перерыве очень сильно разминался. И вот уже по этой вот разминке стал ваш комментатор догадываться, что, наверное, состоится еще и замена вратаря. Но, честно говоря, вот Перуцци-то еще и Кристиано Дзанетти. Вот так вот. То есть теперь уже по 2 замены и та, и другая команда совершает. Но давайте все-таки дождемся эти замены. Дождемся вот свистка, который вот только что прозвучал Доменико Мессина, главного арбитра встречи Лацио Интера, встречи 11-го тура итальянской серии А. Ну так вот, развивается она, может быть, и не столь интересно в голевом наполнении, но довольно любопытно и довольно жестко, если смотреть в целом на этот матч. Итак, Кристиано Дзанетти вместо Зе Марии. Это у Интера замена. Ну и теперь можно, наверное, огласить весь список. Итак, гости, футболисты Интера. Сейчас на поле в таком составе. Жюлио Сезар в воротах, 12 номер. В обороне Джузеппе Фавали, 16 слева. Иван Кордоба, капитан команды, справа под 2 номером. В центре Вальтер Самуэль, 25-й, Марко Матерацци, 23-й. В полузащите, наверное, сейчас перестановки. Смотрим, чем завершается этот момент. А завершается он тем, что Бафеми Мартинс, едва убежав на рандеву с Марко Балоттой, как раз не поразил пустые ворота, которые оставил своим вот этим выходом навстречу нападающему ветеран Лацио. Итак, продолжим о составе Интера. В центре полузащиты Давид Писаро, 8-й, Стебан Камбьяцци, 19-й. Луиш Фигу, судя по всему, под 7 номером теперь переместится налево, а вышедший на замену Кристиано Дзанетти будет играть справа. У Кристиано Дзанетти 6-й номер. В атаке Адриано, 10-й, а Бафеми Мартинс, 30-й. Лацио. Анджело Перуцци играл под 1 номером. Вместо него теперь Марко Балотто, 32-й. В обороне Лучано Дзаури, 8-й слева. Массимо Ода, 22-й справа. В центре Санчо Скрибари, 25-й. Себастьяно Севилья, 13-й. В полузащите в центре ее Роберто Баронио, 3-й. Осман Дабо, 6-й. Слева капитан команды, 10-й Сезар. Справа Валун Берами, 85-й. И в атаке Томмазо Рокки, 18-й. И Горан Пандев, 19-й. Ну вот, по 2 замены и по 2 вынужденные провели тренеры обеих команд. У нас Интер в атаке, не опасный удар. Стебан Камбьясса то ли к скамейке запасных обращался, то ли к кому-то из партнеров. В общем, нанес удар аргентинец, крайне неточный. Ну, можно попробовать. В первом тайме, кстати, таких ударов было очень мало. Не пользовались команды, что Интер, что Лацио, тяжестью поля, вязкостью его. Не обращали внимания, наверное, может быть, не давали им обращать внимание соперники на то, что газон скользкий, и старались, в общем-то, локализовать эти удары на подступах штрафной. Ну, в общем, и попыток-то особо не было.
Что еще запомнил в первом тайме? В первые минуты был активен Давид Писара, через которого старались вести атаки футболисты Интера. Затем чилиец ушел в тень, и это вынудило бразильца Адриана все чаще смещаться в центр поля, искать встречу с мячом самостоятельно. Осман Дабо еще травму получает. Вот так вот. То есть, как уже говорил я в начале первого тайма, что обязательно скажется вот этот вот тяжелейший газон на игроках. Но что так быстро и что так скоро это произойдет, честно говоря, ну, все это неожиданно. Это говорит о том, что футболисты, может быть, не очень хорошо готовы физически. Возможно, просто вот сейчас находятся в не очень хорошем физическом состоянии, что не позволяет им вот переносить эти вот тяжелые погодные условия. Если Дабо покинет поле, кто есть в запасе Лацио еще на вот оставшуюся одну вакансию? Ну, прежде всего, в полузащите Кристиан Манфредини. Ну, есть еще защитники стандарта и Беллери, но не знаю. Есть в атаке Симона Инзаги Тара. Скорее всего, Манфредини вот напрашивается так, но это все в том случае произойдет, если Дабо не сможет продолжить встречу. Пока он играет, пока, правда, хромает. Вот это очень заметно сейчас. А Интер тем временем в атаке. Дабо важная единица в полузащите Лацио. И, конечно, его потеря крайне нежелательна для Делио Росси, которую он нам демонстрирует. Ну а на скамейке запасных Интера не Роберто Манчини, грубейшим образом играет, по-моему, это Кристиано Дзанетти. Да, вышедший на замену, и он почему-то слева, значит, все-таки Дзанетти. Ну да, все правильно. Дзанетти сместился на место Фигу, который тот занимал в первом тайме, а Фигу вернулся на свой фланг. Все, может быть, мы разобрались с вот этими перестановками вынужденными. В атаке Лацио. Очень неточная передача. Зашумел Стадио Олимпика, несмотря на то, что не заполнен он по традиции на все 100. Лацио играл в первом тайме, по крайней мере, старался играть вторым номером. Свойственна этой команде вот такая вот игра по ходу нынешнего сезона. И, кстати, неоднократно приносила она успех. Лацио, уже говорилось, дома римляне королями смотрятся. 4 победы в 5 матчах и лишь 1 ничья. Что касается Интера и его выездных матчей, то здесь картина такова. 5 матчей те же, 2 победы, 2 поражения, 1 ничья. С мячом Обафеми Мартинс. Камбьяса. Мартинс элегантно, но не точно. Вновь с мячом футболиста Интера. На Адриану там нацеленная передача вроде намечалась. Прессингуют гости. Массимо Мессина показывает, можно играть. Контакт с рукой, если и был, то случайно. Так вот накаляются страсти у нас в начале второго тайма. Ну а вообще здесь Севилья рисковал. И если и был контакт, то руки и мяча, то по вине защитника Лацио. Здесь, в общем-то, вполне можно было и пенальти назначить. Кто просил Севилью вот так вот рыбкой нырять за низко летящим мячом. Но там уже игрок Интера открывался, Обафеми Мартинс. И, конечно, Севилья в панике, наверное, искал различные пути выхода из вот этой ситуации нетривиальной. Адриано по-прежнему часто отходит в центральный круг. Ищет встречу с мячом. Пока с мячом Камбьяса. Фигу по центру идет на защитников и бьет с носка. Мимо ворот португалец. Но это уже что-то. То есть вот удары пошли. Могут они привести к забитым мячам. В домик попал игроку Лацио мяч между ног и проскочил так. Хорошо не срикошетил ворота. Даже не сильный удар по такой погоде вполне мог заставить Балотту капитулировать.
Марко Баллотто уже играл в этом сезоне. В общем-то, можно сказать, что Перуцци таки хронически испытывает проблемы. Хронические у него травмы. И нет-нет, да, и подменяет его Баллотто в рамке. Тоже возрастной очень вратарь. Есть еще Де Анджелес, но тот не имеет опыта выступлений в серии А. Того, которого хотел Делио Росси от своих вратарей, поэтому вот опирается пока на вот эту вот опытную связку. Дако пока в поле. В общем, можно сказать, что удалось ему остаться. Позволило ему вот это вот столкновение, которое случилось у Дабо в начале второго тайма, позволило ему продолжить встречу. Ну и хорошо. Наверное, не хотелось бы Делио Росси в начале второго тайма лишиться возможности подкорректировать каким-то образом игру по ходу второго тайма. Тем более, как уже говорилось, игроки вот по-прежнему продолжают падать на ровном месте и вполне могут получить травму таким же образом, играть еще больше 30 минут в этом матче. Так что все возможно. И, конечно, Делио Росси хотел бы иметь вот эту возможность менять что-то. Валон Берами на фланге вряд ли зацепится за мяч. Здесь Вальтер Самуэль. И тем более еще ход нападения зафиксирован со стороны бригады арбитров. Со стороны вот швейцарцев, как раз, которые на экране. Хотя здесь и тот, и другой за футболочку друг друга тянули. И Самуэль даже более явно. Может быть, и поторопился Лайцман. Смело играет Интер в начале второго тайма. Ну а Лацио, не прижимаясь к своим воротам, уповает все-таки на контратаке. И может дождаться какой-то ошибки. Отдо. Хорошая диагональ. Сезар не торопится развивать атаку. Довольно неплохо все это. Но без продвижения к воротам. Вот на короткие завозились с мячом. Все-таки по такой погоде надо попроще играть футболистам. Наверное, стоит где-то наступить на горло какой-то красоте и просто доверного разыгрывать мяч. Может быть, даже исключить из арсенала вот эти вот стеночки, забегания, передачи пяткой. В этом отношении Отдо очень неплохо играет. Он крайне надежен пока в обороне и продуктивен в созидании. Вот если отбирает мяч, сейчас это продемонстрировал нам Отдо, то делает ближнему передачу, а если он оказывается на чужой половине поля, то старается такими диагоналями на Сезара или в штрафную забросить мяч в расчете на ошибку кого-либо из игроков Интера. Ну и правильно действует защитник правый Лацио. Опыт позволяет ему действовать в таком ключе. Валон Берами сохранил мяч. Атака налево. Сезар. Ну и спокойно отбиваются гости. Даже не отбиваются, а просто взяли, отобрали мяч у нападения, которое сегодня пока не очень продуктивно у Лацио. Дабо. Берами. Все чаще и чаще швейцарец в середине поля. И даже можно сказать, что теперь он играет именно там. А справа всю бровку закрывает Массимо. Мартинс рвется к воротам. В офсайде там кто-то из его партнеров. По-моему, Адриано как раз. Фигу все тянет его направо. Вне игры нету. Мартинс подает. До Адриано дойдет мяч. В последний момент Севилья снимает с головы бразильца эту свечку. Фавалли. Так, неспешно гости атакуют. Фавалли вот слева как раз, вот здесь, да. Там Ясон. Попроще нужно играть. И, ну, я бы даже сказал, бездарно распоряжается мячом. Кто же это был? У Лацио. Просто взял и подарил. С таким трудом отвоевывает гости, хозяева у гостей мяч. И так по-простецки дают им потом распоряжаться. Ну вот может сейчас что-то получиться. Вот здесь Матарацци вовремя вступил в отбор с Томмазо Рокки. Лишил того мяча.
Пока Жюлио Сезар стоит в воротах, Франческо Тольдо сейчас ищет себе новый клуб в Италии. Есть претенденты, в первую очередь это Палермо, президент которого Маурицио Зампарини недоволен своей вратарской линией. Но Тольдо вряд ли будет отпущен из Интера. Все-таки здесь палка о двух концах. С одной стороны, конечно, стоит бы сохранить такого опытного футболиста на всякий случай, а с другой стороны, Тольдо в том возрасте, который не очень сильно способствует мастерству, сидя на скамейке запасных. Все-таки за 30 Тольдо уже, и, конечно, хотелось бы ему играть постоянно в воротах. Помните ситуацию с Буфоном, когда Тольдо конкурировал с первым номером итальянской сквадры Адзуры нынешней. Так вот, а потом просто в одночасье решил сконцентрироваться на игре за клуб, и вот смотрите, что получается в итоге. А вот Анжело Перуцци готов сидеть под Джанлуиджи Буфоном, но вот если только здоровье будет позволять. Контратака Лацо. Рокки с мячом. Входит штрафной, удар выше ворот. Шестидесятая минута заканчивается в матче 0-0. По-прежнему Лацио и Интер никак не могут распечатать ворота друг друга. Хотя были для этого основания и у той, и у другой команды. Как уже говорилось, продолжает в равном темпе играть что Лацио, что Интер. Сейчас больше с мячом футболисты римской команды. Отда смещается в центр. Дриблинг показывает неплохой. Камбьяса довольно так вот самонадеянно пропускал за спину защитника Лацио. Дальний удар, и это правильно. Это правильно. Сезар его наносил. Или нет, этот Заури был, подключившийся к атаке в очередной раз. Мартинс тем временем на чужой штрафной. Фиго. Бить не стал португалец. Черпанул туда в штрафной мяч. И Мартинс в самый-самый такой ответственный момент взял и подскользнулся. Но не его в этом вина. В контратаке Лацио побыстрее заиграли команды, включив скорости, наконец. Пандев. Рокки открывается. Заброс туда. Да никуда, можно сказать. Вот Заури нанес этот удар дальний. Минуты ранее Сезар с ним справился без особых проблем. Но это пока. Вообще не безошибочен бразилец в рамке. И Роберто Манчини, конечно, доверяя вот ему место в стартовом составе постоянно. Может быть, в каких-то моментах несправедливо задвигает на вторые роли ветерана Тольдо. Роберто Баронио нанес еще один дальний удар. Наверное, Делио Росси порекомендовал. Посмотрите, да, рикошет и чуть-чуть в другую сторону, и мог ставиться забитый гол. Подача с углового. Фигу пришел в свою штрафную. Сохраняет мяч, и можно двигаться дальше. Перед ним один Дабо. Он играет на Мартинса. А перед тем Заури догоняет Севилья. Дабо. На коротке. И все нормально. Для Лацио все нормально, все спокойно. Но без сомнения нужна помощь более серьезная нападающим Интера. Вот смотрите, сейчас игра у гостей идет без середины поля практически. Фигу приходится многостаночить и на фланге, и в середине. И, наверное, даже это, наверное, тактическая установка. Блистательный пас португальца. Мартинсу нужно забивать. Пенальти, наверное, так и есть. Или нет? Ну, раз Мартин за голову хватается, а Орси жестикулирует, наброски, значит, пенальти никакого нет. Смотрим еще раз. Крибари мяч сначала играет, а уже после этого нигериец прыжком таким старается ввести в заблуждение арбитра встречи. Ну, Орси зря так негодует, бросается жвачкой. Все по справедливости.
Хотя, конечно, Орси мог этого и не видеть. Скорее всего, и не видел. Эмоции. В таком матче, несмотря на то, что в последнее время статус поединков Лацио и Интера понизился, ну вот как раз по причине того, что Лацио испытывает определенные проблемы в последнее время и не ведет борьбу за Скудетто, тем не менее это одно из культовых противостояний в серии А. Ну и наверняка футболисты Интера не забыли матч трехлетней давности. Вот на этом самом стадионе майским днем римский клуб, которому уже тогда ничего не нужно было, взял да и лишил Интер чемпионства, которое вроде бы уже в кармане было. 4-2 тогда выиграли. Ну, прекрасно все помнят эту встречу. Сейчас о такой результативности речь, конечно, не идет. Однако голы команды все-таки могут родить по ходу вот оставшихся 27 минут. В общем, имеют на это все основания. И погодные условия, конечно, скорее помогут, чем помешают им в этом. Берами. Вроде бы и выиграл борьбу в воздухе, но мяч для своей команды сохранить не сумел. Правда, ненадолго футболисты Интера завладели им. Запасные разминаются. Кто из них появится, сказать сложно. Мартинс разбирается с защитниками Лацио и падает. Ну, сам падает нигериец. Надо смотреть еще раз. И вот здесь, мне кажется, опять о симуляции речь не идет. Вот здесь газон серьезным образом повредил отличиться. Серьезным образом повредил Мартинсу его стремление отличиться. Заводился, заковырялся с мячом. Наверное, попроще надо действовать нигерийцу. Вот, входя в штрафную, наверное, просто надо бить по воротам. И тогда голы наверняка придут. Покажут нам этот эпизод режиссеры? Наверное, покажут, но пока что-то не торопятся они это сделать. С мячом Интер. Писарро довольно глубоко играет чилиец. Камбьясо даже глубже аргентинца. Ну а Камбьясо все чаще и чаще в роли подносчика для фигу снарядов. Нарушение против португальцев правил. Штрафной. Может быть, это опасно. Отда негодует. Ну и Доменика Мессина успокаивает третьего. Нарушил правила именно Отда, а не Баронио. А вот мы смотрим как раз эпизод, когда Мартинс оставил неудел и Баронио, и Севильи, и вот здесь не видно. Сам упал, дайте смотреть. Вот он ускоряется. Здесь вираж. Да, сам подскользнулся, сам. Очень резкий, подвижный нападающий. И вот здесь ему на таком газоне, конечно, не просто совладать с его скоростью. Штрафной видится очень опасным для ворот Лацио, для Болоты. Есть мастера, прежде всего Адриано, конечно. Внушительная стенка. И на этот раз Доменика Мессина отодвигает ее таки на 9 метров. Писарро здесь же, но бьет Адриано, судя по всему. Удар! Стеночка. Стеночка сделала свою работу. Все грамотно, можно даже сказать, по-эстетски. Хотя вроде бы что здесь такого, мяч взял бы и попал в стенку. Ну, очень уж она правильно стояла. Ну и вот в эту стену пока упираются гости. Стали они действовать, конечно, по разнообразнее. Вот прежде всего Мартинс штрафной опять крутит, закладывая вираж за виражом. Как вот Формула 1. Самый быстрый болид сейчас на поле среди прочих 22. Наседают гости, настаивают на забитом голе. Но, правда, на этот раз разыграли вот этот угловой не очень хорошо. Вальтер Самуэль, вышедший на замену по ходу первого тайма, пришел туда помогать. Был там Аматераци, но мяч в Болоте достался. Правда, не сразу, а после того, как вылетел за лицевую линию. Кто может усилить игру Интера в середине поля? Ну, наверное,
Не знаю, наверное, все-таки напрашивается выход именно не в середину поля, а в атаку Хулио Круза. Тем более поймал аргентинец кураж в последнее время. Такой неброский нападающий. Форвард штрафной площадки скорее, чем футболист, любящий и действующий на подступах к ней. Тем не менее, довольно фартово чувствует себя в этом сезоне. Помимо 5 забитых голов в серии А, еще и в Лиге чемпионов отличился. Камбьяса хорошо играет. Теперь Писарро. Центр на Фигу. И отбились хозяева и могут провести контратаку. Правда, не торопятся в нее переходить. Ну, наверное, правильно, потому что вот последние 5-10 минут преимущество Интера безоговорочно. И, конечно, здесь, наверное, стоит просто подержать мяч, сбить вот этот вот атакующий порыв гостей. Валон Берами на правом фланге, режет угол, входит штрафной. Хорошая передача. Почему же Томазо Рокки не побежал туда, не прочувствовал ситуацию до конца? А вот если бы открылся нападающий Лацио на эту передачу, вполне мог ее и замкнуть. Но она показывает вот этот вот забег Фигу с мячом. Техника, конечно, высочайшего португальца. И, конечно, очень универсален 7-й номер Интера. Как мы видим, играл сначала справа, потом в начале второго тайма 5 минут поиграл слева, теперь играет в центре. Вот так вот. А слева все чаще и чаще... Да вообще, скорее, Интер все чаще и чаще действует по ситуации там на левом фланге кто-либо там из игроков этой команды. Фавали или Камбьяса, или кто-либо еще. Давид Писарро тот же. Но Давид Писарро продолжает во втором тайме своей игрой скорее угнетать, чем радовать. Чилиец хорошего потенциала игрок, но никак не раскроется. Продолжаю настаивать, наверное, не по своей вине в составе Интера. Все-таки в Удинезе играл Писарро на несколько другой позиции. Там гораздо больше зависело от Давида Писарро. Но Интер не Удинезе, и если футболист хочет все-таки выйти на более высокий уровень, на более высокую орбиту, наверное, следует приспосабливаться именно ему. А пока у нас Луиш Фигу удостаивается от Доменика Мессине желтой карточки. По желтым 3-0 ведет Интер. Вот несмотря ни на что, футболисты Лацио, несмотря на их жесткую игру, ни в первом тайме, ни во втором желтого картона не удостоились. Ну и поэтому могут себя более-менее спокойно ощущать, прежде всего, защитники Лацио. И смело, гораздо более смело, чем тот же Матерацци, подкатываться под игроков. Штрафной бьют хозяева. Подача. Ну и в никуда она. Ну, вернее, как никуда. Там открывался под нее Санчес Крибари. Но до него, до бразильца, мяч не дошел. Замену готовит Делио Росси. Симона Инзаги на бровке. Менять будет, судя по всему, кого-то из нападающих. И, наверное, это будет кем-то будет Горан Панди. Тоже не очень заметен он. Но здесь не очень заметен именно вот последние минут 15. Но здесь причина в том, что лишили привычного маневра македонца футболиста Интера вот контролем мяча в середине поля. Там Яссон на Фавале. Перед ним Валон Берами, заковырялся здесь ветеран. Едва не позволил молодому швейцарцу отобрать у себя мяч. Фигу теперь уже слева. На Мартинса, тот Камбьяса, тот опять на Мартинса. Но нигериец, какой бы техничный не был, все-таки на таком газоне обработать неудобную передачу крайне сложно. У нас тем временем уже 73-я минута-то идет. 0-0 по-прежнему. Типичная итальянская игра. Под типично осенне-итальянским дождем, который немножечко стих ко второму тайму. И сейчас полегче немножко футболистам. По крайней мере, хоть газон и мокрый, но сверху поменьше льет. И это, наверное, позволяет легче себя ощущать на стадию Олимпику и той, и другой команде. Берами навешивает, и здесь не вышел Джулио Сезар на перехват, и самонадеянно играл здесь бразилец.
Понятно, что Сезар практически не доставал эту передачу, но вот если бы Томмазо Рокки или кто-то там еще, Горан Пандик, например, ускорился, просто не прочувствовали они этот момент. Ну а Сезар так рванулся, потом остановился. Для вратаря это не очень хорошо. Вот так вот менять свое решение по ходу одного единственного действия. Томмазо Рокки борется в воздухе, но партнеров здесь поблизости было немного. И Альваро Рикоба. Гадать не будем, кого не заменят. Ну, про Симона Инзаги уже говорилось. Нам показывает Адриано, настаивает, что, скорее всего, именно его сейчас. Ну да, Мартинс был активен, и вот сейчас он с мячом. Сохраняет нигериец мяч направо. Такую свечку завесил Луиш Фигу. Очень заметная во втором тайме фигура. Затмил он и, конечно, Давида Писарро, которого и так не видно было. Меняют Сезара. А нет, это выходит Рикоба вместо Адриано. Да, действительно. Не Сезара. Сезар, конечно, 10-й номер Лацио. Итак, Адриано, в общем, и в целом провел посредственный матч. Ну, что характерно для него в последние недели. Все-таки надо психологически восстановиться, прежде всего, а потом уже концентрироваться на футболе. И Горан Пандик. Да, здесь мы угадали. Симона Инзаги появляется на поле на последнюю четверть часа. Под серьезным прессингом Адриано сейчас находится в итальянской прессе, не только итальянской, но и бразильской. Ну и вот так вот проследовал мимо скамейки Адриано и ушел под трибунное помещение. Ну, промок, наверное. Здесь болото. С большим трудом справился с мокрым мячом. Правда, наверное, был полное нападение со стороны Вальтера Самуэля. Берами. Вот лишили швейцарца мяча совместными усилиями игроки Интера. Уже говорилось, один матч состоялся в 11-м туре. Эмполи разгромила Реджину 3-0. Ну и тур состоялся в серии Б. Там сенсационно лидирует команда Монтоя. Причем лидирует очень уверенно, с большим отрывом, 8-очковым. Вот так вот. Команда из маленького городка имеет 34 очка после 14 игр. И на 8 опережает Торино, и на 9 Аталанта. Вот так вот. А учитывая, что три команды выходят, как обычно, в серию А из серии Б, то если сохранить такую же прыть скромная Монтоя, то вполне возможно окажется. Но это будет сенсация, конечно. Пока у нас Лацио выполняет штрафной. Сезар не рискует и, наверное, правильно ловить мяч, и выбивает его кулаками. Вот построже играют хозяева теперь в обороне. Построже прежде всего с Мартинсом. У нас проблемы небольшие и кратковременные с картиночкой. Ничего страшного. Наверное, все-таки дождь тому виной. Время, естественно. Писарро. Можно выйти из тени, уже осталось не так много играть в матче. Пора бы чилийцу напомнить о себе. Вот не таким образом, конечно. Не рискует брать на себя игру. Ну, посмотрим, что Альваро Рикоба придумает. Теперь уже в два нападающих будет продолжать играть Интер. Но Манчини, наверное, как самый крайний случай рассматривает именно вот нулевую ничью сейчас. Наверное, не рискнул он убрать кого-то из середины поля или уж тем паче из обороны, выставив Альваро Рикоба. Поэтому решил провести вот такую позиционную замену нападающего на нападающего. Но Рикоба может и в середине поля сыграть. Мы уже неоднократно это подчеркивали.
Фигу очередной раз на газоне. Самая заметная фигура во втором тайме в составе Интера. Но португалец не двужильный, хотя, конечно, сил у него, наверное, еще хватит на пару сезонов провести на высоком уровне. Что он и подтверждает, кстати, по ходу нынешнего. Вот во всех вот этих вот бедах последних Интера Фигу, наверное, не очень сильно виноват. Не так-то просто сходу поменять и привыкнуть к новому чемпионату. Тем более уже в таком вот возрасте, как у Фигу. Мартинс на Рикобу. Так вот они, взаимозаменяясь, отходят попеременно к центральному кругу. Писарро не рискует, опять же, продолжая настаивать, брать на себя игру. Вот так вот на сантиметр откинул и оставил мяч Рикобе. Тот входит в штрафную. Хорошая передача Камбьясо. Ну, наверное, надо аргентинцу было носить самому удар. Как бы то ни было, атака Интера продолжается. Вот теперь только она захлебнулась. Ну и в последнее время крайне редко можно увидеть кого-либо на половине поля Интера. Даже не в штрафной площадке, а вот именно на половине поля. Круса мы сегодня так и не увидим. Манчини, ну, некоторые его решения, конечно, вызывают вопросы. Крус вот по такой погоде, по такой вот игре, вязкой, тягучей, наверное, бы очень сильно пригодился, наверное, в большей степени, чем Альваро Рикоба, который более маневренный, чем аргентинец, но, тем не менее, менее, наверное, полезен вот в такой вот игре, которая сейчас происходит на стадию Олимпика. А Интер-то прибрал очень здорово инициативу в свои руки. И вот именно сейчас нужно сделать решающие усилия, наверное, если команда хочет, ну, все-таки хотя бы на какое-то время продолжить борьбу за Скудетто. Хотя, наверное, вот эта борьба вся уже в далеком будущем теперь. Ну, наверное, на следующий сезон придется ее отложить. Рикоба на левом фланге, против него Отдо. Заброс уругвайца и крайне неточный. Он там обработать этот мяч было чрезвычайно сложно по такой погоде, что Фигу и не удалось сделать. Даже такому мастеру. Рикоба здорово играет, но временами, собственно говоря, так происходит и в сборной. Так происходит и в Интере. Продолжают нас мариновать режиссеры вот этими показами, касающимися Кинальи. Теперь уже, я уже говорил в первом тайме, в начале, об той конфронтации, которая сейчас происходит у легенды Лацио и человека, который привел эту команду к первому Скудетто в 1974 году, Джорджо Кинальи, и нынешнего президента Лацио Клаудио Латито. Фигу с мячом в центре поля. Ладно, об этом позже. А теперь о том, как Интер собирается в последние 10 минут все-таки забить гол. Рикоба нанес дальний удар, но не точно. Писарро мы видим в подыгрыше. Подносчик снарядов такой. Не рискует брать на себя игру Давид Писарро. Наверное, в Интере ему теперь это сделать будет крайне сложно. Хотя вот сейчас, как уже говорилось, с учетом вот многочисленных травм, наверное, стоило больше доверять и, наверное, большими полномочиями наделять Давида Писарро, главному тренеру Интера Роберто Манчини. Рикоба на левом фланге, Отдо почти прошел, но Рикоба такой футболист, которому надо еще потом покуражиться. И вот это его главное отличие от того же Хулио Круса, который вот сейчас бы, в отличие от Рикобы, находился в штрафной площадке, а Мартинс, наверное, помогал бы гренадеру аргентинскому с передачей. Ладно, угловой у ворот Лацио, Рикоба его подает, подача. Насели гости. Лацио уже не то, что не поднимает на контратаке голову, просто в обороне играет откровенно. Может, даже и на ничью. Наверное, Делио Росси прекрасно понимает, что забить, раз не удалось раньше, теперь уже это будет сделать сложно. Хотя какой-то шанс, наверное, представится хозяевам у чужих ворот. Вполне может быть. Фигу направо на подключающегося к атаке
удалось отбиться хозяевам. Длинный такой выброс со своей половины поля в расчете на то, что Томмазо Рокки зацепится за мяч. Но там вне игры было. Линеечку такую строго по центральной сделал дуэт защитников центральных Интера Вальтер Самуэль и Марко Матерацци. И вот теперь с своей половины поля организует очередной заход на чужие ворота футболисты Интера. Кордоба, Писаро. Неплохая передача. До Фигу мяч дошел и пробил таки португалец. Кстати, вот Фигу, мне кажется, вот в этом втором тайме, по-моему, впервые в нынешнем сезоне взял на себя вот такие лавры, бремя, вернее, такое лидерское. Лавры-то, наверное, потом будут, если забьют. Пока это, конечно, только бремя. Валон Берами против него Камбьясо. Сил практически уже не осталось у швейцарца на конструктивные действия у чужих ворот. Ну и посвежее Интер, несмотря на то, что проводили миланцы матч в середине недели против Порто. Вне игры Симона Инзаги. Вновь синхронно сработал Марко Матерацци и Вальтер Самуэль. Вот проводили матч футболисты Интера. Непростой матч. Волевую победу одержал Интер. Тем не менее, вот в концовке на тяжелом поле смотрятся они посерьезнее. Хозяин. Именно в атаке. Рикоба. Вот теперь он уже где. Ну и такой вот заслон. Даже не один, а несколько оборонительный у Лацио. Дальние удары могут помочь. Болотто хотел избежать углового. Не удалось ему это сделать. Массимо Моратти переживает на трибуне. Естественно, потеря еще 2 очков никак не вписывается в его планы. Собственно говоря, в планы всех, кто причастен к Интеру. Ну а теперь Болотто здорово играет. Недалеко выбивает мяч, просто потому что подхватить его некому. Писаро нарывается на фол. Вот, наконец, Шмидт взял инициативу в свои ноги и заработал опасный штрафной. 5 минут до конца матча 11-го тура Лацио Интер. По-прежнему счет не открыт. 0-0. Нервная, тяжелая, тягучая игра. Как уже говорилось, давно не приходилось в Италии видеть такую, по крайней мере, то, что удавалось нам посмотреть на НТВ+. Более открытые матчи были, но вот именно такие нравятся поклонникам кальчио в большей степени даже, наверное. Конечно бы забитый гол, а теперь, наверное, именно один, если он случится, будет, раскрасил эту игру, придал бы ей такую красочную палитру на финише. Рикоба и Писаро, но бить, наверное, будет Рикоба, процентов на 99. Удар уругвайца, рикошет угловой. С таким талантом, как у Рикобы, конечно, нужно играть более стабильно и более продуктивно. Угловой подают гости. Мечется там мяч по штрафной хозяев, и вот так вот вылетает за лицевую линию. Что, удар от ворот или угловой? Нет, ну судя по тому, что Матерацци направляется к своим воротам, значит удар от ворот. Минуты 4, наверное, добавит Доменико Мессина к основному времени, учитывая, что было 5 в первом тайме. Ну, минут вот приличное количество переиграют в итоге. Лацио играет на ничью. Теперь уже ясно. На скамейке Солари и Хулио Круз. Ну, первый планировался, как я уже говорил, состав перед началом игры. А Хулио Круз, конечно, после его дубля и после вот этих 5 забитых мячей в чемпионате рассчитывал, безусловно, показать себя еще и в матче в Риме. Ну и, конечно, хочет он продлить контракт с Интером. Тоже об этом говорилось в первом тайме. По крайней мере, очень некапризный игрок. Очень полезный. Вот если бы таких было бы еще 5-6 в составе Интера, наверное, команда бы играла и стабильнее, и, наверное, претендовала бы тогда, серьезно именно претендовала, а не виртуально, на скудетто.
Лацо в редкой контратаке, вернее не в контратаке, а в редкой атаке после вот этого штрафного. Ну, отвыкли уже от чужих ворот хозяева. Желтая карточка Баронио, первая для игрока Лацо. Ну и правильно, с тактической точки зрения исполнил все грамотно Роберто Баронио на чужой половине поля. Фол за это не штрафуют, наверное, в команде Лацо. Увяз там Писарро, правда, с трудом, но едва не выбрался из таких вот тисков тройных. Ну а теперь уже на газоне Дабо. Ну, видите, даже не особо атакует. Ни Симоне Инзаги свеженький, ни Томмазо Рокки набегавшийся и уставший. Наверное, 0-0 не самый плохой для Лацо результат, хотя в первом тайме все-таки были опасные моменты и даже был забитый гол. Камбьясо. Не засчитанный, кстати, Доменико Мессина. А так бы, наверное, бы Интер яростно бы сейчас отыгрывался. Фигу слева теперь. Камбьясо движется штрафной. Смотрите, какой оборонительный заслон. Пробиться сквозь него можно лишь придумать что-то нетривиальное. Ну а по такой погоде это сложно, поэтому, наверное, стоит бить. Вышел Рикобба, но бьет он крайне мало. И, кстати, вот за эти вот минуты, играет он минут 15 на стадию Олимпика в этом матче. Ну и запомнился только этими неточными своими выстрелами и со стандартов, которые попадали в стенку, и с игры, но там мяч выше ворот. Все, у нас уже последняя минута. Сейчас пойдет компенсированное время. Сколько? Это мы увидим. Вот-вот. 3 минуты. Каких-то 3 минуты отделяют игроков Лацо и Интера от теплой душевой в раздевалке стадио Олимпика, в раздевалках. И, наверное, игроки римской команды готовы туда уйти. Вот при этом счете, а вот интеристы, конечно, очень хотят забить. Еще одна желтая карточка Симоне Инзаги. Вот так вот сокращает разрыв. Лацо желтый. 2-3 теперь счет по предупреждениям. Еще чуть-чуть, еще какой-нибудь фол такой тактический, и можно в ничью будет сыграть. Завтра еще 8 матчей. 2 прямые трансляции на канале НТВ Плюс Футбол и на канале НТВ Плюс Онлайн. Матчи Милан-Удинезе, центрального матча 11-го тура, и Ювентус-Ливорно. Пока Лацо в редкой для второго тайма контратаке. Даже до штрафной не смогли дойти. Камбьясо. Фигу, Рикобба должен идти в штрафную, а не дублировать здесь Фигу. Мартинс. Но никого нет штрафной. Стоило, наверное, аргентинца Круса выпустить, и тогда бы действительно мог Интер рассчитывать на другой исход. А пока 0-0. Писарро. Фигу. Опасно! Едва мяч не залетает в ворота посредством рикошета. Дождь вновь возобновился в Риме. Вот таким вот образом, видите, да? Фигу подает, скачет по мокрому газону, попадает. Кого он там попал-то, кстати? Там Эстебан Камбьясо опять был. И, по-моему, не Камбьясо коснулся последнего мяча. Имел все-таки Интер возможность увести 3 очка из Рима. Орси что-то говорит Хавьеру Санетти на скамейке запасных. Ну, все-таки, наверное, Камбьясо. Или вот Фигу после вот его вот этого полупаса, полуудара мяч просто скакнул по газону и вылетел, никого не коснувшись, за лицевую линию. Наверное, так и было. Все, судя по всему, игра
сейчас вот прикатится к нулевому результату. Игра была довольно симпатичной, жесткой, типично итальянской. Такое перетягивание каната происходило со стороны обеих команд. Больше настаивали на забитом голе футболисты Интера, им по статусу это положено. Ну а Лацио выстоял. В тяжелую погоду, сохранил нули на табло, прибавил в свою копилку очко и чуточку приподнялся в турнирной таблице, обойдя хотя бы на сутки своих извечных конкурентов, земляков из Ромы. Ну а Интер, потеряв 2, не сумел догнать Фиорентину и остался на 4-м месте. Все у нас, так и не сумели команды, значит, реализовать свои возможности. Прежде всего это касается футболистов Интера. Фигу, естественно, недоволен результатом. Играл он активнее других, по крайней мере, во втором тайме. И у него, скорее всего, вина, беда всего Интера и Роберто Манчини, что не нашлось, вернее, футболиста, который сумел бы в штрафной площадке сделать решающий косарь. В матче 11-го тура Лацио-Интер, состоявшийся на стадии Олимпика, был зафиксирован ничейный счет 0-0. Зафиксирован главным судьей Доменико Мессиной. Команда уходит в раздевалки, принимать душ. Ну и мы с вами тоже отдохнем. С вами был Дмитрий Савин. Не падайте духом и смотрите итальянский футбол на каналах НТВ+.